Здравствуйте! Мы находимся в столице Якутии, в городе Якутске, по адресу Федора Попова, 8/1. Здесь проводится акция «Путь к дому» уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия. Эта акция проходит уже в 11-й раз. И со мной рядом стоят представители Общественной палаты Республики Саха-Якутия. И хотелось бы сразу с вами поговорить, и чтобы наши зрители видели, вы уже представляетесь. И мне хотелось узнать отношение к этой акции, и почему вы здесь сегодня, сейчас. Добрый день, меня зовут Андреева Анжелика Егоровна, я руководитель аппарата Общественной палаты. Со мной сегодня Елена Карловна Колесникова, член Общественной палаты, и Соловьев Дмитрий Иванович. Мы в данной акции, к сожалению, участвуем второй год, хотя она проводится уже 11-й раз. И хотим выразить огромную благодарность всем организаторам. А сегодня мы являемся сопровождающими. То есть те люди, которые сегодня подходят, их привозят, мы их сопровождаем по специалистам. И в самом конце оформляются документы, специалисты и потом горячее питание. И хочу сказать, что эта акция одна из таких значимых в нашей республике. И она проводится, кажется, только у нас. Но, может, в других регионах тоже проводится, но немножко по-другому. И именно сегодня, в этот день, каждый человек, который без определенного места жительства, без определенного места работы, может найти какую-то помощь, соломинку. И по аналитике получается, что за последние годы проведения этой акции ежегодно 10% людей возвращается к нормальной жизни. И я думаю, это все благодаря аппарату уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия и взаимодействию всех органов. Это Министерство здравоохранения, Министерство труда и все, кто задействованы. И эта акция дает именно межведомственному взаимодействию и помогает людям вернуться к реальной нормальной жизни. Действительно, эти люди попадают в такую ситуацию, с которой им сложно самим выйти. Поэтому нужно просто ряд специалистов, которые как раз здесь объединены под гидой различных министерств, такие неравнодушные люди, которые помогают им. С этими людьми сложно работать, они уже в какую-то пучину погрузились, но эффект все равно есть, все равно за них нужно бороться, все равно им надо помогать, все равно есть очень большой процент, что мы им поможем и вернем к нормальной жизни. Но нужно начать с того, что мы вообще провозглашены по Конституции как социальное государство. Да? То есть государство провозгласило то, что оно будет всеми мерами своими способствовать тому, чтобы в нашем государстве жилось комфортно, чтобы человек обладал всеми возможностями для развития, для социализации своей, да, и поэтому такие институты, как Общественная палата, как Институт уполномоченного по правам человека, это те организации, которые миссией своей видят содействие людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию по разным причинам. И сегодня мы создаем условия для того, чтобы они могли проверить свое здоровье, проверить, если у них нет каких-то документов, получить эти документы, пройти не только медицинских специалистов, получить консультации психолога по разным жизненным ситуациям. Поэтому это возможность. И эта возможность, это очень важно, что государство, что общественные структуры, да, все общество создает этим людям такие условия. И они получают действительно и определенную долю внимания, и определенные возможности. У нас на площадке Общественной палаты всегда обсуждаются проблемные вопросы. Этот вопрос тоже постоянно встает. И мы хотим выразить благодарность. Это общественные некоммерческие организации, которые занимаются как раз линией жизни, Алмаз, Терях. Тоже, конечно, с помощью государства, получая гранты, именно они работают с такими людьми. Это очень важно, особенно в морозы, в минус 50. И мы специально эта акция проводится летом, чтобы их найти, видеть и реально помочь. Эти центры очень помогают. Мы сами посещали эти центры, они сегодня нужны, они очень востребованы. И, конечно же, сказали, что сегодня возрастает женский алкоголизм. Это тоже, думаю, что не просто. Все-таки эти люди, которые без определенного места жительства, это отражение нашего общества, и мы должны ими заниматься. Зачем нужна эта акция в наших условиях, когда есть другие проблемы, есть много всего, то, что надо решать человеку? Мы все с вами свидетели, когда в День России, в церемонии вручения государственных премий, лауреат государственной премии в сфере правозащиты подчеркнула, что
сохраняется до сих пор актуальность оказания помощи, и в том числе гражданам без определенного места жительства. И мы обязаны слышать сегодня запрос от людей и запрос общества. И в этом смысле, конечно, с коллегами мы посоветовались, и в первую очередь хотели бы подчеркнуть, что и на нас обратился, значит, состав руководства, состав Министерства внутренних дел по республике Саха-Якутия, что нам все-таки надо дополнительно сейчас, в том числе, проводить в республике работу по профилактике правонарушений именно в сфере защиты прав человека. И, безусловно, это и профилактика, конечно же, связана и с недопущением правонарушений, то есть и преступлений, и административных правонарушений. У нас практически традиционно уже 11-й раз принимает участие дружный коллектив Министерства здравоохранения нашей республики. Это и с аппарата Министерства здравоохранения, с центра фтизиатрия, это и наркология, это и участвует у нас и психиатрический диспансер. Это и поликлиники, это, как видите, вы видите флюоромашину, которая тоже участвует у нас уже 11-й раз. Безусловно, интерес здесь проявляет и активно участвует центр СПИД, потому что, к сожалению, граждане у нас болеют инфекционными заболеваниями, и это представляет угрозу их жизни и здоровью другим людям. Также у нас принимает участие дружный коллектив Министерства труда и социального развития. Есть и сотрудники аппарата в лице руководства департаментов. И в республике есть единственное созданное специализированное учреждение ТИРЭХ. Мы много о нем рассказывали и рассказываем, потому как те граждане, которые у нас минус 50 трудной жизненной ситуации находятся, если нужна помощь со стороны государства, в первую очередь обращаются в ТИРЭХ и наши социальные пансионаты и некоммерческие организации, которые целенаправленно оказывают помощь лицам, находящимся на улице в трудной жизненной ситуации. И также вместе с ними есть тоже активные наши социальные лидеры, лидеры в социальной сфере. Это некоммерческая организация «Линия жизни», которая на протяжении как раз последних 4 лет активно участвует в грантовой поддержке, то есть государство им целенаправленно помогает, и им удается доказывать, что их проекты, их работа приводит к реальным результатам, то есть люди возвращаются в нормальную жизнь, восстанавливаются документы, оказывается социальная услуга, оказывается содействие трудоустройству, это на сегодня на самом деле главный вопрос. И также я перечислила бы и «Алмаз». То есть на сегодня мы видим из огромного количества некоммерческих организаций, которые открываются, работают у нас на территории республики в населенных пунктах. Все-таки среди них сейчас есть запрос, чтобы эти некоммерческие организации, они развивались. В практическом плане приходят сами руководители этих учреждений. Они, видите, размещаются, мы им организовываем рабочие столы. Подходят граждане, которые проходят анкетирование. Обязательно их консультирует психолог. И уже по маршрутизации переходят затем на одном из этапов некоммерческие организации. С ними эти люди, которые профессионально изо дня в день, их устраивают приют, содействует, чтобы у них была работа, то есть трудоустраивает. Потом, если кто потерял документы, помогает в восстановлении документов. Поэтому мы с вами видим на сегодня реально, вот если человеку действительно у него в душе вот загорается некая искра, хотите, если даже Божья искра, он желает изменить жизнь, а таких у нас по итогам 10 этапов акции, Олег, их более 90. Это
может для кого-то показаться цифрами скромными. Это за 10 акций уже За 10 акций более 90 людей, которые решили прямо здесь, на данном этапе, вот на этой акции, которая проводилась в предыдущие годы, начиная с 2018 года, вот поменять свою жизнь. Вернуться в семью, вернуться к нормальной жизни, начать работать, начать жить по-человечески, с внутренним достоинством, понимаете? Потому что у человека все равно есть внутри, должно быть уважение к себе, уважение к людям. Понимаете, поэтому 90 мы считаем, что мы за цифрами, конечно же, не гонимся, потому что судьба человека, судьба каждого, кто обращается, мы стараемся помочь. Акции организовали какую работу? Человек пришел, у него нет документа, за него тут же оплачивается госпошлина, тут же производится фотографирование, и здесь же на месте, вот за мной размещается как раз паспортный стол города Якутска, выдают или же паспорт, или временное удостоверение личности. Здесь на месте. То есть мы с вами тоже этот опыт нарабатывали. Сейчас этот опыт уже никого не удивляет. И даже услышав люди, те, которые не бездомные, а злоупотребляющие, скажем так, к сожалению, спиртными напитками, не только, услышали, может, потерять. да, человек пришел и говорит, да, прошлые акции были те, которые просто потеряли, а сегодня вот у нас был пример, женщина в состоянии алкогольного опьянения, привела тетя, паспорт потеряла, и вот сейчас ей активно помогаем в восстановлении паспорта, то есть прямо здесь на месте. То есть мы на сегодня видим, как активно у нас сокращается расстояние между властью и гражданином. К сожалению, сейчас даже если нет регистрации, то человек только может получать от государства практически только срочную социальную помощь. Все остальные виды услуг для гражданина закрыты. Поэтому на сегодня у нас в стране обсуждается вопрос предоставления возможности виртуальной регистрации бездомных, для того, чтобы они могли получить социальные права. Поэтому в этом смысле наш правозащитный институт совместно с компетентными органами, безусловно, с МВД, мы несем гуманитарную миссию. Это в условиях специальной военной операции, в условиях, когда у нас в стране идет мобилизация духовная, консолидация. Мы все-таки должны еще больше объединиться и также продолжать, а может быть еще и более наступательно помогать людям. Общественная некоммерческая организация «Линия жизни». Мы занимаемся помощью бездомным людям, помощью людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, лицам, которые освободились из мест лишения свободы и которым некуда пойти. Все связи с родственниками у них потеряны, то есть социальных связей никаких нет, и они вот готовые как бы претенденты для того, чтобы пополнить ряды бездомных. С ними мы тоже работаем, с этими людьми. Мы принимаем людей в восстановительный центр нашей организации. Нахождение и пребывание там круглосуточное, то есть люди там проживают, получают трехразовое горячее питание. Мы помогаем им восстановить все утраченные документы, то есть это паспорта, ИНН, СНИЛСы. Помогаем трудоустроиться. Ну, сначала это, как правило, временная работа, как бы не сильно квалифицированная, но люди получают возможность зарабатывать деньги, откладывать, да, планировать как-то свою дальнейшую жизнь для того, чтобы после того, как они покинут восстановительный центр, у них была возможность снять какое-то жилье и работать, было на что покушать, жить. Тем, кому необходимо, как бы сильно тяжело, мы сотрудничаем и с наркологией, да, можно пройти как бы первый этап, прийти в чувство, как бы в наркологии, да, после этого поступить к нам в восстановительный центр и уже там комплексную как бы помощь будет получать и психолога, и юриста, ну и как бы социализироваться. Какие результаты вы уже добились? Людей, ну, можно сказать, уже счет идет на десятки людей, да, люди, которые прошли, получается, через вот эту вот акцию «Путь к дому», то есть несколько человек у нас вернулись в родные, ну, свои края, да, то есть были люди тем, которым мы приобретали билеты домой, это и по республике люди, и за пределами республики, то есть жители других регионов, множество людей, кто восстановили все документы, трудоустроились, есть даже случаи такие,
видели, что люди у нас создали семьи и живут сейчас как бы благополучно. Но случаи и судьбы у людей, конечно же, разные, по разным причинам, получается. Люди приходят к бездомности, и, соответственно, стаж бездомности у людей разный. Конечно, проще помочь тем людям, которых подхватили практически сразу, да, которые вот попали на улицу, и у них стаж бездомности небольшой. Им помочь легче, они замотивированы, как бы этой помощи ждут, им нужно немножко помочь, и они, как говорится, придут в себя и восстановятся. А люди, те, у которых стаж бездомности очень большой, вот вы же наблюдаете, да, у нас есть некоторые люди, которые, мы видим уже не первый раз на акции, то есть они на улице проживают годами. Как они говорят, это их социальный образ жизни, не знаю почему, но есть такой пример. Да, они себя, то есть влились, получается, у них своя социальная прослойка, они влились в свой вот этот микросоциум, себя там нашли, ощущают себя там комфортно, и выходить они оттуда вообще не стремятся, то есть их полностью устраивает эта жизнь. Хотя все они знают, да, о том, что уличная жизнь, она непродолжительна, к сожалению. Умирает же очень много людей по разным причинам. Кто-то криминальная смерть, кто-то замерз, кто-то болезни, и так далее. Я хотел бы здесь пояснить, когда мы начинали эту первую акцию, было тяжело смотреть на людей, действительно, и половина из них, кто остался на улице, их нет в живых. Но тем не менее, многим помогли. Хочется отметить, конечно, и поблагодарить нашего уполномоченного по правам человека, это Гуриеву Сардану Михайловну, за то, что она организовала эту акцию и, получается, скоординировала работу очень многих учреждений, ведомств и общественных организаций в том числе. Нас очень многие структуры и узнали благодаря вот этой акции, мы уже проводим же ее несколько лет. Многие двери начали открываться как бы благодаря вот этой акции. Мы за столько лет, получается, работаем почти 10 лет. В следующем году будем праздновать юбилей, да, нашей работы. Многие люди уже знают нашу организацию. Они знают, к кому как относятся, где, в какой организации. И поэтому, наверное, как бы народная тропа к нам не зарастает, и люди обращаются, и мы работаем. Акция уже 11-я, да? И вот если говорить из практики работы, помогает ли данная акция в вашей работе? Да, конечно, помогает. Значит, сегодня у нас в период проведения акции Министерством внутренних дел и муниципальным образованием МУ МВД России Якутская привлечено значительное количество личного состава участковых уполномоченных полиции, в том числе психологи, межмуниципального управления МВД России Якутская и сотрудники управления по вопросам миграции. Значит, сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, общественной безопасности, и оказывают содействие сегодня в доставлении, значит, граждан, бездомных лиц, которые у нас из отдаленных, значит, районов города Якутска. Мы проводим, получается, анкетирование всех граждан, которые сегодня, значит, пройдут через данную акцию. Всю категорию, значит, проверить по специальным учетам, базам. И получается, если у нас, начиная с 2018 года, где-то прошло 800, где-то около 800 граждан, то мы ежегодно где-то процентов 30-40 выявляем лиц, которые ранее привлекались к мерам уголовной ответственности. В том числе, получается, из них где-то 10% находящихся на активном учете. Да, в 2018-2019 годах нами выявлялись люди, даже находящиеся в розыске региональном. И у нас по данным есть такие лица, которые даже и находятся в оперативном поиске. Мы выявляем таких лиц. Категория учета у нас ведется. Всю категорию, значит, мы у нас у себя, значит, сохраняем в специализированных банках данных. И здесь хотел задать вопрос. Вот только что перед вами выступала Оксана Кондакова, представитель НКО «Линии жизни». Она говорит, что вы очень часто взаимодействуете. То есть НКО как-то связано с вами, вы друг другу помогаете. Да, конечно, у нас наружные наряды все нацелены на то, чтобы, значит, лица без определенного места жительства, значит,
не пребывали, значит, ночное время в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Мы пресекаем административные правонарушения, в том числе и оказываем содействие людям в реабилитации, социализации, доставление их вот в учреждения, такие как НКО «Терях», например. Значит, у нас там на базе «Теряха», значит, открыто, значит, 10 койко-мест, как под медвытрезвитель. У нас получается наружный отряд патрульно-постовой службы, значит, в ежедневном режиме, значит, туда, получается, доставляют граждан. Хотел бы просто уточнить, насколько нужно вот именно вот такие формы, наверное, ну, я бы сказал, спасение граждан в какой-то мере, ну и, наверное, помощь в работе именно нашей полиции, правильно я сказал? Да, конечно, у нас, получается, люди, значит, находящиеся в ночное время в зимний период в состоянии алкогольного опьянения и утратившие способность самостоятельно передвигаться, ну, не могут оставаться в 50-градусный мороз, поэтому нам как бы мы были вынуждены их доставлять в территориальное отдел внутренних дел через медицинские учреждения, конечно. А сейчас, если у нас есть медицинский вытрезвитель, ну, 10 койко-мест, то мы граждан туда доставляем, ну, у нас граждане там, получается, находятся до вытрезвления. Акция социальная благотворительная, конечно, ну, она, как бы, получается, оказывает помощь гражданам, кто, конечно, действительно в этом нуждается. Ну, если где-то 800 граждан прошло через, значит, двери этой акции, то и где-то около 100 где-то граждан вернулось к нормальной жизни, то я считаю, что это, конечно, имеет положительный эффект, в том числе на профилактику правонарушений на территории, значит, населенных пунктов, ну, таких больших, такой столицы, ну, в столице города Якутска, к примеру. Представитель пункта отбора на военную службу по контракту, старший сержант Мулько Юрий Владимирович. Рад буду ответить на ваши вопросы. Юрий Владимирович, вот на акцию вас пригласил уполномоченный по правам человека республики. Да, так точно, нашему начальнику поступило предложение, он выделил личный состав, материальные средства, мы выехали сюда с целью агитации поступления граждан на военную службу по контракту. Я вот когда комментировал, когда люди подходят, садятся, смотрят, интересуются этой службой, да, но ведь это действительно так, у каждого человека есть цель в жизни. Само собой, с этим я, конечно, согласен. Если у человека нет цели, смысла в жизни, теряется воля к жизни, воля к работе, люди опускаются на социальное дно, не способны бороться за свое существование, и мы с вами видим, к чему это приходит. Вот этот путь к дому, да, я вижу, помогает очень людям, восстанавливает их здоровье, восстанавливает документы, дают какую-то надежду на жизнь. В свою очередь, Министерство обороны предоставляет рабочие места людям, которые хотят достойно зарабатывать, хотят достойно обрести смысл своей жизни и посвятить свое время, знания, умения. Ведь большинство мужчин в нашей России, да, так или иначе проходили срочную службу. Знания и умения у них есть. Пора бы их поднять, встряхнуть и вот в этот трудный для нашей Родины час применить по назначению. Родина их, несомненно, отблагодарит достойным денежным содержанием, социальными гарантиями, жильем и прочим всем, что полагается. Пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу Чапалова, 23. Ну, вы можете это найти в интернете. Вот, и прийти к нам, записаться на прохождение. Но также хочу сказать, что здесь для людей реально, как бы, я сам прослужил вот порядка 18 лет, даже больше. И из, как бы, необразованных молодых людей, не обтесанных в жизни, армия делает человека. Приходили также люди к нам неоднократно и опустившиеся на дно, пьяные, которые разводились семьями, теряли где-то друзей, знакомых, практически все в жизни. Армия, да, становилась второй семьей, помогала подняться в люди, обрести смысл в жизни и наладить непосредственно свою жизнь, поднять финансовое благополучие. Так что со стороны государства забота, по крайней мере, за людьми армии существует. Вот. И это, без сомнения, этим является. Председатель общественной организации «Алмаз», реабилитация лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию и освободившихся из мест лишения свободы. Серафим Иванов. 9-й год работаем. Работаем против зависимости. Думаем, что вот бродяжничеству и к такой жизни социальной приводит только вот болезнь, да, зависимости. Наркозависимые, алкозависимые. И ключ к этому их исправлению все равно лежит только через реабилитацию. И у нас есть своя методика, другая.
ну, в нее включается и трудотерапия, и анималотерапия, и возвращение вот к нормальной осознанной жизни. Поэтому у нас результативность хорошая. 70-80%, кто у нас проходит реабилитацию, все возвращаются к обычной нормальной жизни. Каждому человеку делается программа реабилитации. Вот. Прямо каждому, вот с кем разговариваем. Да, индивидуальная программа. Над этим наш психолог работает, социальные работники наши. И из других учреждений, которые приходят, вот с Теряха, там тоже психологи работают. И к нам стараются отправлять людей, у которых есть реабилитационный потенциал. А те, кто обращается, вот мы тоже тестируем, разговариваем, узнаем человека, хочет он исправиться, не хочет исправиться. Вот поэтому вот сейчас тоже вот сидим, разговариваем, и мы хотим найти людей, которые действительно хотят исправиться. Когда вот человек ведет такую жизнь, он теряет свои вот трудовые навыки, называется, да, постоянно вот живя в улице, ни режима, ничего, нормально не питается. Вот к этому и все, вот все мы возвращаем. Зависимых людей очень становится много, молодеют и алкоголики, и наркоманы. Надо работать вот в этом направлении, в направлении здорового образа жизни. И сейчас я поговорю с представителем якутской епархии. Она тоже здесь присутствует и тоже ведет свою работу. Добрый день. Меня зовут Иерей Корнилий. Я руководитель социального отдела и благотворительности якутской епархии. Каждый год на эту акцию нас приглашают. Мы принимаем в ней участие, потому что контингенты, так сказать, слой населения, который принимает в этой акции участие, особый. Такой особенный, назовем его так. Вот. Им нужно, они тоже, вернее, нуждаются в пасторской заботе, о кормлении, чаще всего утешении, какие-то бытовые вопросы тоже или просто поговорить, что-то вот пообщаться, высказаться кому-то надо. Вот. И мы поэтому вот здесь. Ну, насчет того, что нужна ли она или нет, я определенно считаю, что нужна. Вот. Здесь я лично своими глазами видел, так сказать, плоды этой акции, как люди, которые там, по каким-то причинам не могли какие-то получить выплаты, компенсации или пенсии оформить, они здесь в течение 10 минут с Арданой Михайловной Гурьевой. То есть это все решалось очень быстро. Эти люди потом здесь были очень благодарны за то, что они вот это все могли получить. Опять же, медицинская помощь – это всегда неотъемлемая часть любого человека. Для того, чтобы нам попасть на прием к врачу, сколько нужно всего, да? Элементарно. Даже если в платную клинику человек приходит, то тоже свои нюансы. А здесь такому контингенту это практически невозможно иногда сделать. Поэтому здесь проверка на различные инфекции, гепатит, СПИД, ВИЧ, да, ФЛГ, еще же кровь, анализ, общий анализ крови и так далее. Это все очень помогает выявить многие проблемы или предотвратить что-то. Вообще человек здесь, пообщавшись со всеми, может же обрести здесь место пребывания, проживания. Да, самый главный вопрос, а как мы можем помочь, кто бы это ни был, молодой он или в возрасте, как мы можем ему помочь, чтобы не пройти мимо, так сказать, начиная от того, чтобы просто разделить булку хлеба с ним свою, либо просто словом каким-то поддержать, куда-то направить. Многие, кто приходят, вернее, к храму, мы же не просто держи и уходи, а почему ты живешь на улице, а что у тебя, чего у тебя нет, или почему у тебя нет денег. И когда вникаешь вглубь вопроса, оказывается, что все не так-то уж и сложно и довольно-таки решаемо. Нужно только поговорить. Поэтому я думаю, если мы, люди, будем не просто слышать, а еще прислушиваться, вникать, пытаться помочь, пытаться рассмотреть, в чем проблема, не привлекать своих друзей на помощь, знакомых. Я думаю, что все это решаемо вполне. Наверное, в общем смысле невозможно эту проблему решить, на корню пресечь, но какую-то часть мы можем сделать и должны делать. В этой акции мы принимаем участие постоянно, на постоянной основе. Наш центр СПИД очень заинтересован в этой акции, так как
обследуется ключевая группа населения, которая как раз входит в план обследования согласно госстратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации до 2030 года. И этот контингент людей асоциальных, попавших в трудную жизненную ситуацию, конечно же, это ключевая группа в плане того, что у них очень высокая выявляемость социально значимых заболеваний, к которым относится в том числе ВИЧ-инфекция. ВИЧ-инфекция, не секрет, что сейчас очень распространена как на территории России, так и в мире, и, конечно же, наша республика тоже не исключение. По Дальневосточному федеральному округу наша республика занимает 5-е место по количеству зарегистрированных случаев. Наш центр СПИД в мобильном центре проводит экспресс-тестирование на гепатит Б, гепатит С, конечно же, ВИЧ-инфекцию, сифилис и туберкулез. Это высокоточные тесты с практически 95-99% чувствительностью. На сегодняшний час уже проведено более 40 таких исследований, то есть 40 человек прошло. Выявлены положительные случаи, в том числе один ВИЧ-инфекции, но этот человек у нас состоит на учете, наблюдается, получает лечение. Также есть положительные случаи гепатита С, гепатита Б, сифилиса. Все положительные экспресс-тесты, но опять же повторюсь, это не установка диагноза, это подозрение на ВИЧ-инфекцию. Всех мы практически этих людей приглашаем, потому что заставить мы их, к сожалению, не можем насильно сдать лабораторный анализ. Мы их приглашаем в наш центр СПИД. Они там проходят обследование. Если действительно у них подтверждается данный диагноз, их ставят на учет, с ними уже работают наши специалисты, врачи, инфекционисты диспансерного отдела. То есть они доводят их до лечения, помогают им в плане подбора лечения. И насколько это возможно, конечно же, мы пытаемся их контролировать. Ну, сами понимаете, что это группа асоциальная, то есть сейчас они вроде бы в норме, а потом при каких-то обстоятельствах они могут выйти из-под контроля. Но тем не менее, мы, конечно же, стараемся максимальное количество людей все-таки наблюдать за ними и лечить. Что касается взаимодействия, вот мы помимо ВИЧ-инфекции проводим тестирование на сифилис. Мы тесно работаем с нашими коллегами с КВД. Если, естественно, положительные имеются результаты экспресс-теста на сифилис, мы этих людей передаем врачу-дерматовенерологу кожно-венодиспансера, и они уже дальше их доводят, скажем так, по своим направлениям работы. Что касается туберкулез, да, вот сейчас тоже это новое, да, мы в первый год этим проводим экспресс-тестирование на туберкулез. Мы, конечно же, тоже с НПЦ в фтизиатрии тесно взаимодействуем. Если какие-то будут положительные случаи, на наших экспресс-тестах, то мы, естественно, этих людей будем доводить до НПЦ в фтизиатрии, то есть для специалистов этого учреждения, и они уже с ними будут дальше отрабатывать. То есть те заболевания, которые контролируют в принудительном виде, они действительно присутствуют у этих людей, которые сейчас приходят на нашу акцию. И эта акция, правильно я сказал, осуществляет контроль, держит на пульсе, что происходит в этом, так скажем, слое населения. Да, действительно, вот эта акция позволяет именно отслеживать, насколько заболеваемость, вот эти социально значимые заболевания, а все вот, что сифилис, что ВИЧ-инфекция, что туберкулез, это социально значимые заболевания, которые показывают, насколько общество поражено вот этими инфекциями. И, конечно же, эта акция в том числе помогает нам выявлять таких людей и, естественно, контролировать ситуацию, держать под контролем. Наверное, исключение из правил, люди могут здесь получить паспорта. Действительно, осознавая то, что есть такая замечательная акция, как «Путь к дому», дает возможность людям, которые утеряли документ, а паспорт является самым главным документом, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на его территории, который дает возможность человеку обрести, как говорится, прежде всего это трудоустройство, найти себя, трудоустроиться, обратиться в социальные какие-то учреждения, медицинское учреждение, пенсионный фонд, то есть для оформления пенсии. У нас есть такая возможность людям помочь,
Услуга наша является моментальной, то есть мы тут же на месте оформляем заявление и печатаем паспорт и выдаем гражданам. Значит, хочется сказать, что паспорт гражданина Российской Федерации вручается Соболеву Дмитрию Геннадьевичу. Хочется вам от себя лично пожелать того, что, во-первых, поздравить с тем, что вы получаете, восстанавливаете, точнее, паспорт. Призываю вас относиться к этому документу бережно, храните его, потому что паспорт является, удостоверяет вас как личность на территории Российской Федерации. Да? Вот, поздравляю вас. Спасибо вам. Храните, пожалуйста, потому что вы уже не единожды его утрачивали. Есть такая прекрасная возможность, как вам оплачивается госпошлина, поэтому, пожалуйста, бережливо относитесь к данному документу. Спасибо И паспорт, значит, гражданина Российской Федерации хочется вручить Филиппову Сергею Ивановичу. Поздравляю вас тоже с восстановлением вашего паспорта. Благодаря такой акции, как «Путь к дому», вам оплачена государственная пошлина. Вы тоже не единожды уже его получаете. Пожалуйста, призываю вас относиться бережно к данному документу, храните его, и пускай этот паспорт будет для вас открытием новых ваших возможностей. Поздравляю. Я думаю, что камера поддержки, безусловно, необходима для населения, потому что вот люди оказываются в разных ситуациях, да, жизненных, как говорится, да, у кого-то в действительности нет возможности оплатить государственную пошлину, она составляет 1500 рублей, и вот благодаря такой прекрасной акции люди приходят, обращаются, восстанавливают свои документы и дальше уже, как говорится, идут в жизнь, и я надеюсь, что они к этому будут относиться более осознанно, сознательно и бережливо. Привет. И мы сейчас поговорим с представителем, непосредственным помощником акции «Путь дому», представителем кафе «Хатей», которые организовали здесь прямо горячее питание. То есть человек проходит все анкетирование, проверку, медицинский осмотр, ему предоставляется горячее питание. И, кстати говоря, многие сюда из этой категории лиц приходят именно покушать. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте, я Куранбаев Хаджикбар Рустамжанович, я сам являюсь представителем молодежи Узбекского культурного центра в Республике Саха-Якутия. И мы здесь работаем уже давно, это наш Ипор Ахматов Темиркулович Хуршит, это мой брат, он пока сейчас не был. Это директор Хатея. Директор Хатея, да, он всегда, то, что вот это все устраивает, это мы. Мы всегда, каждом году мы рады, что помочь людям, вот так вот, брат. Лично он вообще всегда за это, он сам стремится, все готовит, там вот так. Мы всегда рады помочь, там, со всех сторон, как можем. 11 лет мы здесь работаем. Но это люди, как мы знаем, всегда не приходят, видно, конечно, жалко их. Нехорошая вещь, что люди вот так ходят и слишком на улице становятся. Вот лето-то ладно, зимой-то мы знаем, здесь вообще там под 10-15 человек. Мы даже их жалко, что они реально из голода не умерли, мы всегда там самсо, что-то все равно даем, кормим. Иногда говорим, выходите, слишком так, все равно как-то, потом хочется все равно, ладно, чай горячий, самсу дам, чтобы не умер. А вообще вот акция «Путь дому», да, вы ее поддержали, наверное, увидели, да, сегодня паспорты вручили. Типа, да, активно вообще все медицины, врачи, это надо же, это очень хорошее, что они вот так, как обрабатывают людей, забирают кого-то на работу, кто-то справляется, кто-то болеет, реально даже, это хорошо. У нас даже по религии, что у нас надо помогать дружно, хоть кто там, без разницы, мы помогаем, мы от этого не так типа ради публику, а мы от души делаем все, чтобы реально помочь, какая-то помощь, поддержка, чтобы была от нас. Приводительные итоги нашей акции «Путь дому» – социально-благотворительные акции уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия. Добрый день всем еще раз. В настоящее время, получается, на 14:30 часов у нас зарегистрировано 50 лиц, не имеющих постоянного места жительства. Из них, значит, ФЛГ положительно 2, один госпитализирован в фтизиатрию, КВД 3.
ВИЧ подтвержден у одного, гепатит Б3, гепатит С6, ЯРНД-7, выдано 2 СНИЛСа, оформлено 3 паспорта, 2 паспорта на оформлении. В некоммерческую организацию Терех 8 мужчин направлено, в линию жизни 1. И 2 еще в линии жизни завтра подойдут. По линии органов внутренних дел получается 45 человек из 50 ранее судимые лица. Из них на активном, значит, профилактическом учете состоит 3 лиц. Ну и действительно очень хорошо контролируем ситуацию в городе Якутске. Она же позволяет, вот эта акция, хоть какое-то представление иметь, что происходит именно с этими категориями лиц в нашей столице. Да, конечно, проведение акции социальной благотворительности сказывается в том числе на оперативную обстановку. Мы владеем информацией о лицах, прибывающих в город Якутск, и лицах вот, без определенного места жительства, которые у нас пребывают на улицах в летний период времени. Значит, все данные лица у нас сегодня пройдут регистрацию. Они все будут, получается, у нас внесены в базу данных. И по мере возможности контроль за данной категорией граждан будет осуществляться. Кроме тех традиционных методов, где у нас выявляются, к сожалению, и туберкулез, и гепатиты, у нас есть еще такие позитивные итоги, на которые бы я хотела акцентировать. У нас люди бездомные, они не всегда получают своевременную информацию. И вот сегодня у нас есть новый участник, это военкомат, к которому уже люди сами добровольно обращаются для получения информации, как они могут быть добровольцем. Поэтому я бы хотела тоже попросить Оксану Минахматовну рассказать, потому что из центра, из числа бездомных 2 уже поехали участвовать в специальной военной операции. 2 бывших бездомных, получается, людей. Мы им восстановили полностью все документы, и они изъявили желание, прошли медосмотры, подошли по здоровью и уехали на СВО. Успешно воюют, то есть фотографии они присылают, мы их просто публиковать, к сожалению, не можем, поэтому только можем на словах передать, что ребята там. И сегодня тоже 4 подошли, и уже там, буквально один человек сказал, завтра подойду, вот уже желание есть поехать добровольцем. Кроме того, у нас есть новая структура, это социальный фонд по Якутии, который восстанавливает тоже СНИЛСы. Мы раньше такую практику делали, это когда была отдельная структура пенсионный фонд, и сегодня тоже они продолжают. Кроме того, мы видим те люди, которые с тросточкой ходят, так ведь, да, и вот они на сегодня тоже берутся на учет для того, чтобы была последующая дальнейшая работа. И самое еще одно из важных моментов, когда по линии Минтруда наши лица, которые есть категория бездомные на улице, они идут уже через государственный механизм. То есть им будет тоже даваться путевка, и они будут уже в Алмазе на законных, грубо говоря, основаниях, уже с финансированием будут жить. Ну и самый главный итог, который мы сегодня видим, у нас граждан, нас организаторов и участников становится больше. У нас реабилитационный центр, программа помощи наркозависимым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и без определенного места жительства. В общем, также через Министерство труда люди приходят к нам по направлениям, подаются путевки им, то есть они уже не бесплатно живут. Нормально, обеспечение, все, еда, пища, все условия домашние, сами все готовим, персонал все сам готовит, сами убираем. Есть ферма в Кобяйском улусе, есть желающие, мы туда отправляем работать. У вас ферма есть, да? Да, ферма есть, там коровы, я там проходил тоже реабилитацию, год я в Алмазе был на реабилитации, сейчас уже работаю здесь. И то, и другое. Это помогает вообще? Да, Кобяйский улус мне очень хорошо помогла ферма. Я там пробыл полгода, и там уже укрепил свою трезвость и желание поменять свою жизнь. Именно там. Иннокентий Дмитриевич у нас пришел тоже по акции. В этом же самом месте проводилась акция. Здесь его мы взяли к себе. Попасть в трудную жизненную ситуацию – это очень легко, а выбраться тяжело. И то, что акция, она помогает в этом. Я в 2018 году, уже сколько лет я
попал в акцию, также подошел и вот попал в Алмаз. Работал на ферме, также забыл про алкоголь. Ну, трудно было вот с алкоголем. Мне помогли, вот Сардана Михайловна, познакомился с ней. Она помогла, Серафим Серафимович, наш вот руководитель. Съездил на ферму, поработал, узнал животное, доил, всяко приходилось. Хоть я всю жизнь сам водитель-механик. А мне сказали, вам и профессию помогли восстановить, и навыки, и так далее. Это правда? Да, Вы помогли. И права получить, и так далее. Да, да, совершенно верно, потому что у меня все были кража. Была кража документов, я был без документов. Мне помогли, восстановил я все. И сейчас работаю водителем, вожу людей, помогаю нашему реабилитационному центру «Алмаз». И все это произошло в Алмазе. Это все произошло в Алмазе благодаря нашему руководству, благодаря нашей Сардане Михайловне. Но работа продолжается, мы не самоуспокаиваемся. Много разных есть вопросов, есть необходимость, конечно, это все очень хорошо проанализировать и дать сигнал, информацию компетентным структурам для дальнейшей работы. То есть акция позволяет на сегодня собрать информацию, так ведь саккумулировать. У нас уже сегодня 11-й этап проводится, и мы будем дальше думать уже по совершенствованию законодательства.